мы остались ни с чем, остались дома. У нас нету сейчас учебы. Қазір бала үйде отыр, өте ауыр стрессте бала. Мы остались без работы, и также дети оказались без учебы. У входа в эту алматинскую школу напряженная тишина. Учреждение уникальное, частное по статусу, но бесплатное по сути. Здесь учатся дети с особыми образовательными потребностями. И сегодня их родители опасаются, что последний звонок в этой школе прозвучал раньше срока. Нам прислали уведомление, что пока занятия приостановлены из-за отсутствия финансирования. Здесь учились дети с аутизмом и другими ментальными особенностями. Но с недавних пор в этих кабинетах абсолютная тишина. Учебный процесс остановлен, 245 учеников отправлены на внеплановые каникулы. Педагоги остались без работы. И в данный момент я осталась без работы. Я здесь снимаю квартиру съемную и даже не знаю, что делать. И вот почему властя не смотрят и вообще не думают о людях, делают так, как им нужно. Что делать? Вот что делать в данной ситуации? О закрытии школы сообщили внезапно. По словам администрации, учреждение лишилось государственного финансирования, единственного источника существования. Это была одна из немногих частных школ Алматы, где родители не платили за обучение. Проект полностью существовал на бюджетной поддержке. Я проработал в системе образования 20 лет, из них 10 в системе Назарбаев интеллектуальных школ. Являясь в 2017 году лучшим педагогом Республики Казахстан, а также отцом особенного ребенка, сейчас моему старшему сыну 17 лет, и он 10-й год обучается на дому в государственных школах. Я понял, что самый незащищенный слой в системе образования – эти дети, которым рекомендовано обучение на дому. Поэтому во время работы в НИШ ХБМ города Алматы в 2017-2018 учебном году я реализовал социальный проект обучения не на дому для детей, которые обучались на дому в Наурузбайском районе. Целый год ученики и учителя школы бесплатно обучали в неделю 4 раза по 2 часа в день этих детей. Это была первая апробация нашего проекта. И после того, как я приобрел свой первый дом, я сразу решил, что этот дом будет не моим личным, не для моей семьи, а для наших детей, где будут учиться такие же дети, как мой особенный ребенок. Поэтому принципиально было то, что эта школа должна быть бесплатной. Детей здесь учили говорить, писать, читать. Вот за этими, в общем-то, привычными для нас с вами навыками огромный труд педагогов и колоссальный прогресс их особенных учеников. А теперь все это может оборваться навсегда. Это вопрос прям больной, потому что детки окажутся дома. И в данный момент сейчас, чтобы куда-то им пойти, они должны пройти ПМПК, распределение школы, обязательно тьютора, возможно, учитель должен прикреплен к ним, соответственно. Когда это будет? Уже учебный год закончится, и ребенок остается без знаний. А мы же все-таки каждый день нарабатываем то же самое письмо, то же самое чтение. Понимаете, это тяжелый труд, чтобы он не забыл эти буквы. А сейчас получается приостановка. И еще неизвестно насколько. Ол үлкен стресс болады бізге. Үлкен. Біз білмейміз қайда баратымызды. Біз үйде отырып тәрбиелейтін шығармыз баланы. Бірақ біз осы мектептегі ұстаздардай біз білім бере алмаймыз. Родители подчеркивают, для их детей смена среды – это серьезный стресс, способный перечеркнуть вообще любые достигнутые результаты. Моему сыну 7 лет, у него диагноз аутизм. Нам диагноз поставили в прошлом году, когда ему было 6 лет. О школе узнали от педагогов садика, которые очень рекомендовали как хорошую школу, которая занимается с особенными детьми. У меня у ребенка помимо аутизма есть проблемы с поведением, и это единственная школа, где ему уделяют достаточно внимания, и педагоги очень хорошие. Школу «Академия педагога» раньше финансировало государство, как я уже сказал, по программе госзаказа. Но в феврале 2026 года вышел новый приказ Министерства просвещения Республики Казахстан, который изменил правила игры.
Сейчас одно из обязательных требований, чтобы здание школы официально имело назначение учебное. Осенью прошлого года все частные школы Республики Казахстан начали проверяться, и мы успешно прошли первый этап оцифровки, то есть нам одобрили все заявки, и мы получили за первое полугодие этого учебного года все финансирование. Однако с января 2026 года нам сообщили, что из-за одной критерии, а именно из-за того, что целевое назначение земельного участка нашей школы не соответствует тому, что школа, а ИЖС, нам на той неделе сообщили, что финансирование будет приостановлено. А так как мы финансируемся только из государственного бюджета, мы не можем обеспечить дальнейшее обучение учеников, поэтому с сегодняшнего дня было решено приостановить обучение в нашей школе этих 245 детей, многие из которых являются детьми с инвалидностью, и отпустить учителей в трудовой отпуск. И вот как следует из официального ответа акимата города Алматы, во время проверки выяснилось, что школа работает в индивидуальном жилом доме. То есть по документам это жилое здание, а не образовательный объект. Из-за этого акимат считает, что финансировать школу из бюджета больше нельзя. Это будет нарушением закона. За 3 года мы лично подавали 3 раза на изменение целевого назначения земельного участка, однако безуспешно. Здесь я хочу отметить, что у нас лицензия до 4 класса, и для того, чтобы наши дети после окончания 4 класса перешли на среднее образование, мы 1,5 года ремонтировали, реконструировали здание в Карасайском районе Алматинской области и пытались получить лицензию с 5 по 9 класс. Но, к сожалению, летом вылезла такая же проблема. Из-за неизменения целевого назначения земельного участка мы не смогли получить лицензию с 5 по 9 класс. И вот такая же проблема возникла сейчас в городе Алматы. Но уже не с получением лицензии, а с финансированием. Самое главное здесь сейчас, я думаю, решить проблему одной бумажки. Всего лишь изменение целевого назначения. При этом чиновники подчеркивают в своем ответе, инклюзивное образование для государства – это приоритет, и если школа приведет здание в соответствие требованиям, то есть оформит его как положено или переедет, то она сможет снова подать заявку на финансирование. Именно эта школа для моего ребенка это как раз-таки как социализация. У нее вообще было изначально обучение на дому, но сюда она ходит, посещает, получается, школу. И здесь она контактирует с детьми, получается, упражнения. Она любит школу в целом и хочет ходить сюда. Да, и в акимате Алматы также сообщили, что в городе работают более 200 школ с инклюзивными программами, куда, вот, по их мнению, можно перевести детей из закрытой школы. Однако родители сомневаются, что в середине учебного года найдутся свободные места, и специалисты готовы работать с их особенными детьми. Мы сейчас хотим, чтобы нам школу оставили, чтобы нам дали доучиться, чтобы, в принципе, школу не закрывали, потому что школа для наших деток, она очень важна. Даже мы сюда добираемся на автобусе 1,5 часа, но мы едем все равно сюда, потому что нам нужно, чтобы мой ребенок получил хоть какие-то знания, которые здесь дают, да. И если побольше таких школ, естественно, это будет плюсом, большим плюсом. Потому что в обычных школах нашим детям очень тяжело. Но вот сейчас судьба этой школы словно поставлена на паузу. Юридические детали вышли на первый план, отодвинув, собственно, главное – это детей. Дети тем временем остаются дома, без уроков, без привычной уже для себя среды и без своих любимых учителей. И у закрытых дверей этой школы повис буквально в воздухе один единственный вопрос. Прозвенит ли здесь звонок снова? Біздің ерекше балаларымызға ол өте мектеп деген өте жақсы нәрсе ғой. Білім алу, неше түрлі ем-дом алады, бассейндарға барады, иглотерапиялар барады. Орысша айтқанда мындай веревочный нит деген жаңағы не бар да, жаңағы
физ подготовка бар да, сондай жерлерге барады. Конечно, ол балаға жақсы. Прошу, наверное, за всех педагогов, за родителей, чтобы восстановили права детей, права наши, чтобы нам дали возможность довести учебный год и последующие дальше работы. На этом у нас все. Будем признательны, если вы поставите лайк этому выпуску. Это поможет продвижению нашего канала и отметит нашу работу. Мира вашему дому и пока.